утреннем эфире будильники шоу Максим Попов. 1, 2, 3, раз, два, три. Доброе утро, друзья. И Анна Голицына. Я готова. Каждый вторник и четверг с 7 утра на волне Таван Радио и в эфире национального телевидения Чувашии поднимают настроение и заряжают позитивом. Теперь нас не только слышно, но и видно. Друзья, ну вот не поверю я, что в первый день лета не выглянет солнце. Ты знаешь, я во все уже поверю, но буду надеяться, что сегодняшний день будет как раз-таки теплым, летним. И сегодняшнего дня наконец-то это лето наступит, будет солнечно, а дожди будут теплыми, с большими каплями, как я люблю. Друзья, это будильники шоу Максим Попов. Анна Голицына, мы будем вас, просыпаемся вместе с вами, приветствуем всех на Таван Радио на 103 FM, ну и, конечно же, здесь в эфире национального телевидения. Всем доброго, бодрого утра, просыпаемся вместе. Доброе утро, мир. Я верю, меня слышно. И мне есть что сказать. Мы все суетимся и бежим, закладывая виражи, и перестали мечтать. Давай мечты достанем из сундука, в сторону отложим все дела. Ведь это так просто, поверь. Давай мы вместе сделаем этот шаг, соберем друзей дома просто так, и счастью откроем мы дверь. Просыпайся, 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 друг. Посмотри, посмотри, посмотри вокруг. 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 Окей, дайте мне пару слов, мои друзья со мной, а значит я готов. Значит я готов. Мои глаза открыты, сердце бьется четко, повторяя ритм. Ведь сегодня я посмотрел вокруг и понял, счастье близко, почти на моей ладони. Не надо обзвонить подруг и всех друзей, не надо отключиться от различных сетей. Мне точно надо сделать погромче музон. Мои двери открыты, welcome back home. Пусть дом наполнит свет, и никто не знает бед, если мы вместе, друзья. Улыбнись и навстречу счастью мчись, и сбудется твоя мечта. Давай мечты достанем из сундука, в сторону отложим все дела. Ведь это так просто, поверь. Давай мы вместе сделаем этот шаг, соберем друзей дома просто так, и счастью откроем мы дверь. Замри и оглянись, твой выбор — это твоя жизнь. И каждое мгновенье реки могут поменять течение. Счастливый твой билет, в домах зажжется свет, и ты откроешь двери для всех, кто ждет. И что достанем из сундука, в сторону отложим все дела. Ведь это так просто, поверь. Поверь. Давай мы вместе сделаем этот шаг, соберем друзей дома просто так, и счастью откроем мы дверь. Просыпайся, 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 друг. Посмотри, посмотри, посмотри вокруг. 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 Новый день. Вот так ярко, бодро мы проснулись с ансамблем «Сиспель». «Просыпайся, друг, посмотри вокруг». Мне кажется, если с хороших песен начинать день, то и день пройдет удачно, отлично, несмотря на погоду. Но вообще утверждает, неоднократно уже мною говорено, что улыбнитесь себе в зеркале, и все у вас получится, друзья. Но мы обращаем свой взор не только вокруг нашей студии друг на друга, но еще и, конечно же, на 1 июня, как день в истории вообще за многие-многие годы. Начинай. Ну что же, сегодня, друзья,
1 июня – День защиты детей, Международный день детей. Один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей в Женеве. Много ярких праздников проводится в этот день, различные конкурсы, акции. Все любят и ждут этот праздник, потому что он посвящен нашим любимым деткам. Ну и сегодня, конечно же, День родителей. И вообще основная цель этого праздника – напомнить жителям планеты о общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить эти ценности как основу прочной и нравственной семьи. Ведь именно родители и семья – это основа всех основ. Конечно же, 1 июня – это еще один день очень интересный, который ты нам сейчас, наверное, расскажешь. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Вот. Эта фраза в полной мере относится и к 1 июня. Дате, когда весь мир отмечает не только Международный день защиты детей, но и Всемирный день молока. Впервые этот праздник отметили в 2001 году по предложению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. С тех пор традиция получила широкое распространение во многих странах мира. Ты знаешь, мне кажется, молоко любят вот в каждом уголке нашей необъятной планеты. И я думаю, что не только на гражданке, как говорится, но и люди, которые при погонах, тоже любят пить молоко. Почему я это говорю? А потому что 1 июня – День Северного флота ВМФ России. День Северного флота Военно-морского флота России – ежегодный праздник, отмечаемый именно 1 июня в честь создания Северного флота в 1933 году. Надо отметить, что он является самым молодым из всех военных флотов нашей страны. И, как свидетельствует история, во все времена Северный флот был и продолжает оставаться надежным оплотом нашей Родины. Знаменательные события этого дня. 1 июня 1725 года императрица Екатерина I учредила орден Святого Александра Невского, одну из высших государственных наград России, существовавших до 1917 года. Он стал третьим российским орденом после ордена Святого Андрея Первозванного и женского ордена Святой Великомученицы Екатерины. Интересная информация. А вот сейчас будет новость, которая для меня тоже большая новость. Я никогда не знал. Знал ли ты, не знаю. 1 июня 1938 года в общем-то, родился самый, наверное, знаменитый герой комиксов Супермен. Ты знал об этом? Нет, не знала. Я тоже не знал. 1 июня 1938 вышел первый номер американского журнала Action Comics, в котором появился самый-самый, как раз-таки, знаменитый герой комиксов Супермен. Историю приключений Супермена придумал Джерри Сигел. И известный всем образ мощного мужчины в облегающем синем костюме с красной буквой «С» на груди нарисовал художник Джо Шустер. Вот так вот появился самый, наверное, или один из самых известных, а потом уже похожие на него появлялись различные герои комиксов. И вот любимый герой всех деток. Вот не случайно, вот на 1 июня такие замечательные праздники. Да, согласен. 1 июня родились... Кто 1 июня родился? Давай посмотрим. 1 июня 1804 года родился Михаил Глинка, русский композитор, основоположник русской классической музыки. Также 91 год назад родилась Мэрилин Монро, американская киноактриса и певица. А еще, между прочим, эта актриса остается по сей день секс-символом Америки. Очень любят ее американцы. Я думаю, что во всем мире эту женщину почитают как истинный талант красоты. Ну и также в этот день, в 1959 году, родилась Надежда Кадышева, российская певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо», народная артистка России. Мы также поздравляем Надежду Кадышеву с этим замечательным днем рождения. Знаменательные события, памятные даты Чувашии. Продолжим? Продолжим. 95 лет назад родился Степанов Константин Иванович, герой Советского Союза. В Красной армии с июня 1941 года в Великой Отечественной войне участвовал с марта 1943-го. Командир танка 233-й танковой бригады. Младший лейтенант Степанов отличился с 21 по 30 августа 1944 в боях за села Вайнштейн и Каменшти. Каменешти, простите, вот так вот. И 120 лет назад родился Гутман Григорий Аркадьевич, врач, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, организатор здравоохранения, заслуженный врач Чувашской АССР. А 85 лет назад постановлением Президиума Всероссийского Центрального исполнительного комитета Центр Чебоксарского района города Чебоксары перенесен в поселок Кугеси. Вот так. Вот такие знаменательные события произошли именно 1 июня, друзья. Это новый день. Просыпаемся вместе с будильниками. Анна Голицына, я Максим Попов. Желаю вам доброго, бодрого утра.
Женушка, жена, где ж ты, ягодка, была? Завтра можем до обеда я хворала. Алло, с обеда до вечера пряжу пряла. Рощи калина, темно не видно. Соловушки там не поют, не поют. Рощи калина, темно не видно. Соловушки там не поют, не поют. Вместе с нами. Завтра мужем до обеда я хворала. Ой, я с обеда до вечера пряжу пряла. Пряжу пряла, и сучила. Крем мозоля, как цибуля, надавила. Рощу калина, темно не видно. Соловушки там не поют, не поют. Рощу калина, темно не видно. Соловушки там не поют, не поют. Будильники. Вообще лето – это очень хорошая пора. Можно устроить какой-то тур, куда-то поехать, отдохнуть, запланировать. Вот у меня уже столько мыслей, столько идей, все хочется осуществить. Ты прям все лето себе расписала, куда ты будешь? Ты помнишь фильм такой «Приходите завтра»? Что такое тур? А это, говорит, как сито такое. Сначала просеют, а как торнут. Ну, 2 недели, 3 недели отпуска, конечно же. Куда-то хочется съездить, отдохнуть. На море, например. Можно на море, я думаю, что даже нужно, если есть возможность. Ну, а некоторые исполнители ездят в туры гастрольные. Давайте прямо сейчас посмотрим об этом наш сюжет. Ну и, конечно, послушаем. В большое путешествие по России отправились представители Чувашского национального конгресса, а вместе с ними и коллеги с национального радио. Им предстоит преодолеть тысячи километров, чтобы передать привет с исторической родины чувашским диаспорам, проживающим в разных уголках страны. В Тюмень наша делегация прибыла к самому Акатою. Галина Никифорова родилась в Чувашии, но уже давно живет в Тюменской области. Ей удалось не только сохранить любовь к своей малой родине, но и создать чувашское подворье в селе Медведево. Детьми я занимаюсь, значит, встречаю, естественно, их с караваем, да, желаю летнего прекрасного отдыха. Ну и потом, значит, у нас конкурсы, игры, чаепитие, мастер-классы показывал по вышиванию, по вязанию. Именно чувашская культура. Все чувашское, так как я сама чувашка, и поэтому это у меня и называется чувашское подворье. 31 мая Акатой прошел в Красноярске, на очереди Иркутская область. Следите за новостями на нашем канале и национальном радио Чувашии. Восьмиклассник Казанкинской школы Красночитайского района Кирилл Блинов со своей моделью космического корабля занял 2-е место в республиканском конкурсе детского творчества «Дорога к звездам». Больше всего Кириллу нравится мастерить летательные аппараты. После того, как мы поставили колеса, самолет обретает свою форму, и мы ставим мелкие детали. После этого красим. Одна из его моделей уже выставлена в Шоршильском музее космонавтики. Кирилл мечтает связать свою жизнь с авиацией. Будет ли он летчиком или авиаконструктором, пока не решил. Но необходимые качества, такие как смелость и умение быстро оценивать ситуацию, он в себе уже воспитывает. Прошлым летом мальчик спас на сельском пруду 2 девочек. После того, как я взобрался на катамаран, девочка мне сказала, что там ее сестра, и я поплыл к ней на катамаране. После того, как доплыл, подал руку и вытащил ее оттуда. Потом поплыли к берегу. Скоро Кирилла должны наградить медалью за спасение утопающих. Для односельчан это станет еще одним поводом для гордости за юного земляка. Несмотря на то, что главным гостям бала едва исполнилось 7 лет, здесь все по-взрослому. На девочках платье в пол, на мальчиках сорочки ослепительной белизны и бабочки. Специально к событию разучивались танцы. И не какие-нибудь, а те, что танцевали все литературные герои, начиная с Наташи Ростовой. Мне нравится полонез. Там хорошие движения, плавные. Это и во времена Евгения Онегина воспитали
воспитанием, слава богу, было не мудрено блеснуть. К современным детям предъявляются куда более высокие требования. Наряду с образованием, умение красиво танцевать и достойно держаться котируются весьма высоко. Балы, подобные этому, призваны наглядно показать разницу между корпоративом и праздником в лучших классических традициях. Это одна из возможностей руководству города сказать большое спасибо детям, педагогам и их родителям за самое активное участие в жизни города. Здесь присутствовали дети, которые на протяжении всей дошкольной жизни были самыми активными участниками в городских, республиканских, всероссийских конкурсах. Ну что ж, нашим коллегам хочется пожелать отличного тура, удачи. Хочется так быть рядом с ними в такие замечательные летние дни. А вот таким ребятишкам, ярким, счастливым, творческих побед, а родителям хорошего лета. Что же еще желать-то? Я думаю, что во время тура наши коллеги будут нам слать еще весточки и показывать интересные материалы. Так что следите за изменением, которое происходит у нас в прямом эфире национальной телерадиокомпании. И напоминаю, на волнах Таван Радио 103 FM, ну и, конечно, здесь в прямом эфире Чувашгень. Это Будильки Шоу. Просыпаемся вместе. Это утро замечательного дня, Дня защиты детей, 1 июня. Будем надеяться, что лето наконец-то наступит. С добрым утром! Именно она, я готов, я сигнал это ждал. Именно она, свежий ветер надежды поет. Именно она, мой корабль на рифы несет. Тысячу лет и лучами далекой звезды рисовал в облаках силуэт. Она, я не верю, что это мираж. Бьется сердце в режиме форсаж, кровь толкая по венам в ответ. Именно она, я читаю в глазах. Именно она, снова ветер поет в парусах. Именно она, легкий ток от касания рук. Запахи любви источает природа вокруг. Тысячу лет и лучами далекой звезды рисовал в облаках силуэт. Она, я не верю, что это мираж. Бьется сердце в режиме форсаж, кровь толкая по венам в ответ. Где ваши ладошки? Давайте вместе. Все, все, все. Молодцы, и поем. Она, я искал ее тысячу лет и лучами далекой звезды рисовал в облаках силуэт. Она, сердце в режиме форсаж, кровь толкая по венам в ответ. Именно она, именно она, именно она.
месяц детства в Первом обойном. Минус 30% на детские дизайны обоев. Комната веселого настроения с Первым обойным. Эгерский бульвар, 40. Фонд «Таланты мира» под руководством Давида Гвинянидзе представляет гала-концерт «Трибьют» Муслим Магомаев 13 июня в 18:30. Театр оперы и балета. Чебоксарский медицинский колледж в 2017 году будет осуществлять приемное обучение по укрупненным группам специальностей. Сестринское дело, фармация и клиническая медицина, лечебное дело, акушерское дело, лабораторная диагностика. Подробная информация по приему на официальном сайте колледжа, раздел «Абитуриенты». Приемная комиссия работает с 20 июня. Желгем, санбаттан де ущиды дадым, шуғышлама врентренес мана. Ну а это произведение вам хорошо известно. И давайте мы сейчас все вместе громко, ярко споем. Я покажу, где мы вступаем.
Мы продолжаем будильники шоу, друзья, Таван Радио, национальное телевидение. Вещаем на две, как говорится, волны. А все для того, чтобы поднять вам настроение, чтобы это утро, чтобы этот сезон, это лето были на все 100%. Ну, а говорим мы сегодня не только о начале лета, но и, конечно же, поздравляем всех детей с Днем защиты детей и всех родителей с Днем родителей. Друзья, сегодня у нас в гостях министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Исаев Юрий Николаевич. Юрий Николаевич, здравствуйте. Доброе утро. С праздником! Потому что к вам он тоже относится. Да, конечно. Я вас тоже поздравляю. И я поздравляю всех наших детей. И, конечно, и родителей. Потому что она все-таки... Это родитель осознает, а дети чувствуют этот праздник. И, ну, неплохо начинается день. Так ведь, да? Дождь. Довольно пасмурно. Но, тем не менее, видимо, это некое испытание нам для того, чтобы осознать, что природа всесильна, и мы должны подстраиваться под условия природы. Юрий Николаевич, а вы помните, как проходил этот праздник в детстве? Вашем? В моем детстве, я, конечно, помню, это я не такой совсем дремучий. И у меня-то, конечно, мы таких праздников масштабных не проводили. И для нас не проводили праздники. Школа заканчивалась, мы с удовольствием выдыхали и начинали свою деятельность, такую беззаботную уже в рамках лета. Ну, родители заставляли работать на разных сельхозработах, поэтому я считаю, что для каждого, кто является взрослым, это вот детство самое такое счастливое, беззаботное, самое такое роскошное время. Ну и летний сезон – это, конечно же, лагеря, в которые мечтают попасть все детки. Я вот вспоминаю, наверное, лагерей 10 объездила точно, и ни капельки в этом не жалею. Путешественница ты наша. Да. Отдыхали ли вы в лагерях? Конечно. Вспомните самые яркие моменты. Я был учеником, который неплохо учился, и, соответственно, родителям давали разные путевки. Я помню, вот как-то отдыхал я, тогда лагерь «Салют» назывался. И даже вспоминаю лагерь, пришкольный лагерь в соседней школе, когда мы там отдыхали, вот в лагере. Что-то там нашей группе не понравилось, и мы сбежали оттуда. Это был целый скандал. Понятное дело, разбирались. Понятное дело, там нашу причину уж не помню, какая причина была. Но, тем не менее, вот такой был случай, и мы вот такими маленькими бунтарями оказались. Юрий Николаевич, а вот так вот, если по-честному, вы были шкодным ребенком или послушным? Я думаю, что все-таки если и выходил за рамки какого-то приличия, допустим, да, ну вот понимания взрослых, то, наверное, все-таки где-то, наверное, выходил за рамки, понятное дело. Но, тем не менее, учился хорошо, занимался спортом, слушался родителей. Но вне вот этих рамок я, конечно, был немножко, ну, нормальным ребенком. Нормальным парнем, нормальным парнем, живым, спортивным, подвижным. Да, спортивным. Мы занимались вольной борьбой с первого класса, и быть прилежным в секте вольной борьбы – это как-то вот такой моветон. Но я думаю, что вы оправдали как раз-таки надежды своих родителей, и они вами гордятся, конечно же. А вот хочется задать вопрос. Вот эти детские года, когда вместе с мальчишками бегали, наверное, на речки, на пруды. Сейчас это вот то детское чувство какого-то сплочения осталось? Вы общаетесь со своими вот детскими друзьями или как? Ну вот самые крепкие отношения, самые верные друзья – это вот те, кто идут со мной, я с ними с детства. Это вот так, в принципе, потому что бескорыстие, это вот какая-то такая преданность, это единение духа, это какие-то общие интересы, картины мира общие, поэтому вот самые близкие они. Но вам можно позавидовать, если у вас с детства остались такие добрые, теплые, надежные друзья. Любимый предмет в школе министра образования и молодежной политики Чувашской Республики. Знаете, я скажу так, мне было интересно заниматься химией. Отлично. Различные, значит, опыты ставили. Мне было очень жутко интересно. Потом я помню, что геометрия мне очень прям была симпатична. И мне очень хорошо удавалось решать разные задачи. Но потом почему-то выбрал я стезю такую для себя историю. Захотел поступить
на исторический факультет, не поступил, в армии отслужил, после этого уже там филологом стал. И вот сейчас так скромно скажу, что являюсь доктором филологических наук. А вот с какой самой вот оригинальной профессией вы сталкивались? Потому что все равно на пути вот мы начинаем, да, вот где-то подрабатывали в подростковом возрасте, в студенческие годы какие-то интересные все-таки были дела. Что вот в вашей жизни было таким ярким моментом, вот какая-то необычная, может быть, оригинальная профессия на пути? Необычная профессия, это, видимо, какие-то такие, это вот те профессии, о которых ты вот сказочно представляешь. Ну вот сразу вспоминается профессия космонавта. Так, да, это интересно, это для ребенка, это вообще роскошно. Допустим, представлять себя космонавтом. А так я даже сейчас не скажу о том, что какие профессии на меня произвели такое яркое впечатление, потому что что такое профессия? Это труд. Так, да? И я был с детства очень дружен с трудом, и, соответственно, это в основном был такой физический труд. Соответственно, я представлял, что это такое профессия, и вот в этой профессии, как человеку надо трудиться для того, чтобы стать уважаемым человеком. Очень хорошая постановка вопроса. Мне кажется, мы разовьем чуть попозже именно эту мысль. Как стать человеком, относясь к труду доброжелательно и дружа, если правильно можно так выразиться, этим словом, с трудом, друзья. Но прямо сейчас у нас музыкальная пауза. Время разорвать, сжечь страницы, где про нас с тобой, где сумела стать твоей тоской без предела. Ветер за окном по привычке гонит облака, словно спичкой солнце зажигать будет небо, и наступит день, где я не был. Смотришь мне в глаза, сколько можно лгать, проще самому сказать об этом, что любовь была перестрелкой душ. Мне стало скучно, я тебе не верю. Ты сон вчерашний, который мне пророчил слезы, я тебе не верю. Ты
Утренний гость. Друзья, мы продолжаем наш разговор, и в гостях у нас замечательный человек, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Исаев Юрий Николаевич. Еще раз доброе утро. Доброе утро. А вот вы знаете, мы остановились на таком интересном, щепетильном вопросе о том, как достичь успеха в жизни, любя и дружа с трудом. И вот мы знаем такой интересный факт, что ваша трудовая деятельность началась с интересной должности. Как она правильно звучала, вы мне сейчас подскажете, наверное. Лифтер в Чувашском госуниверситете в 1986 году. Все правильно? После окончания школы мне надо было быстро-быстро уехать. И я не поступил на исторический факультет, и мне надо было устраиваться на работу куда-нибудь, не принципиально. И вот такая малооплачиваемая работа была, я до сих пор помню, где-то 71 рубль тогда в месяц нам давали заработную плату, лифтер. Лифтер не в том понимании, что я разбирался в этих механизмах лифта, а просто-напросто была вакансия, никто не хотел на эту работу, а помощники нужны были. И вот в отделе главной энергетики предложили, я не стал отказываться, соответственно, приняли меня на работу, и я был помощником электрика. То есть профессией так таковой я не владел, но тем не менее, в записи есть в трудовой книжке. А так был помощником электрика, который 1,5 года носил сумочку электрика и помогал, и учился азам. И, кстати, вот самое удивительное, вот после того, как, после вот именно этой профессии я служил в армии, и мне эта профессия помогла, уже электрика, которую я немножко освоил уже вот на практике. И вот я работал где-то полгода электриком на стройке. Отлично. Удалось починить хоть один лифт самостоятельно, своими руками, когда главный лифтер, который выносили там, сказал, что сегодня я не приду на работу? Это вообще интересно. Допустим, благодаря тому, что я начал вот именно вот с должности лифтера, я в армии освоил профессии штукатура, плиточника, там много чего. Интересно вообще. Вот я продолжая эту тему, хочу сказать, что любая профессия хороша, любая абсолютно. И любая работа хороша, просто ее надо делать качественно, думая о том, что ты должен быть лучшим среди всех тех, кто работает в этой профессии. И тогда мое мнение, успех гарантирован. Но судя по тому разбросу любимых предметов в школе, вы назвали химия, вы сказали геометрия, и потом история, то есть это диаметральные, противоположные вообще это предметы, конечно, можно судить от вас как о многосторонне развитом человеке. А вот сегодня вы работаете как раз с молодежью, с детьми. Как сегодня обстоят дела у нас? У нас молодежь умнеет, может быть, у нее смекалка какая-то, любит ли она физический труд? Что вы вот на этом опыте можете сказать? Вообще, замечательная у нас молодежь, надо сказать. Школьники молодцы, потому что очень много детей, которые мотивированы на получение хорошего результата в учебе. Это в первую очередь. Соответственно, это, конечно, и заслуга родителей. Это молодцы, то, что, допустим, многие родители стараются прививать желание учиться. Пускай это будет в некоторой степени, может быть, и через условное насилие, да, надо заставлять детей обучаться. В любом случае, это вот как правило. Но, тем не менее, это приносит результаты. Вот, допустим, даже, я говорю о том, что все дети талантливы, так, да, но, тем не менее, другие единицы детей более талантливы, чем все остальные талантливые дети. Вот в этом году у нас школьники по различным предметам на всероссийских олимпиадах 25 ребятишек достойно выступили, там 3 победителя всероссийской олимпиады. Потом остальные у нас стали призерами. Это хорошее достижение. И один даже школьник из Яльчевского района, он стал победителем всероссийской олимпиады по физкультуре, и он стал лучшим среди всех победителей. Там победителей там не один. Там победители определяются по набранным очкам. И, соответственно, он стал самым таким, он получил самые высокие рейтинги. Лучший из лучших. Да, это вообще. И вот даже могу сказать о том, что мне что понравилось. Наши педагоги замечательные, потому что они готовят детей
достойных. Даже вот, если это возможно, показать вот эту крышечку от телефона. Вот это все сделал мальчик. Он стал победителем, значит, Всероссийской олимпиады в области технологий. И вот, посмотрите, он это все мне подарил. И вот он вырезал, но вот буквально здесь, значит, дерево в миллиметр толщиной, он это все вырезал. Понятное дело, что он не руками вырезал. Он сначала придумал программу, потом его поставил на... компьютер уже вырезал. Это какая... Вот чем отличается современная молодежь от молодежи Советского Союза, когда они придумывают программу. Они интеллектуалы, они значит, своими мозгами делают себе будущее. Они уже начинают проектировать свое будущее, и наверняка уверен в том, что эти ребята не пропадут, и они будут, достоянием нашей республики. Если даже, наверняка, и, может быть, и Российской Федерации. Я надеюсь, что да, мы с ними не пропадем, конечно, у нас будущее хорошее вместе с ними. А что касается, я уже говорил про обучение, про то, как наши дети стараются. А что касается уже, значит, системы дополнительного образования, чтобы примерно было представление, у нас вот в основном в 3 направлениях мы работаем. Это у нас различные технические направления, это у нас физический спорт и физическая культура, и это искусство и культура. И вот надо признать, что наши дети во всех этих направлениях показывают успехи. Педагоги дополнительного образования тоже очень мотивированы на получение результата, и я уж не буду озвучивать, кто на каких конкурсах побеждал. Это постоянно об этом говорит, значит, и телевидение, и медийное пространство. В целом мы, значит, неплохо представлены. И вот детишки стараются, и новые направления развиваются. Это техническое направление. Вот, допустим, детишки на фестивале по моделированию роботов занимают призовые, передовые места на всероссийских олимпиадах, поэтому молодцы. Чуть позже мы продолжим, друзья, какие есть еще перспективные направления у наших детей, у одаренной молодежи, но прямо сейчас музыкальная пауза. Накаляется до красна и клокочет в душе вулканом. Вырывает все изнутри, то, что прятал в угаре пьяном. Вероломно вошла в мой дом, распахнула все настежь двери. Только вот скажи, почему я тебе не верю, не верю. Крик разорвал тишину. Пойму никак честь твою против всяких правил. Видно, небу угодно так, чтобы жизнь я на кон поставил. Закипела по венам кровь, мысли все распустил по ветру. Как, скажи, разглядеть тебя? Ну покажись мне, где ты? Вышла любовь на войну, были с тобой свободными, а теперь в плену. Крик разорвал тишину. Вышла любовь на войну, были с тобой свободными,
Все слова поросли в бурьян, не имеют обратной силы. Почему ты, любовь, скажи, без тебя невыносимо? Болью сердце поранишь ты и уйдешь, громко хлопнув дверью. Вновь тобою я одержим, но тебе не верю, не верю. Крик разорвал тишину, вышла любовь на войну. Были с тобой свободными, а теперь в плену. Крик разорвал тишину, вышла любовь на войну. Были с тобой свободными, а теперь, Утренний гость. Утренний гость. Друзья, мы продолжаем общение с нашим гостем, с министром образования и молодежной политики Чувашской Республики Исаевым Юрием Николаевичем. Юрий Николаевич, начались летние каникулы, и родители хотят, чтобы дети провели время с пользой. Многие отправляют детей в оздоровительные лагеря. На что нужно обратить внимание родителям, когда они отправляют своего ребенка в дом, вот как говорится, да? У нас вообще в республике 130 тысяч детей обучается в школах. И вот мы планируем в этом году оздоровить где-то порядка больше 100 тысяч детей. И малая часть, это где-то порядка 11,5 тысяч детей будут оздоравливаться в этих загородных оздоровительных лагерях. Их всего у нас, значит, 21 лагерь и, соответственно, там 4 смены. Другие дети будут оздоравливаться в пришкольных лагерях. Плюс еще мы будем, значит, организовывать, это мы говорим, это республиканская власть и муниципальные органы власти, палаточные лагеря еще будем организовывать. И, соответственно, если говорить о лагерях, значит, загородных, то, конечно, там интересно, там все организовано, там условия прекрасные. Все федеральные органы власти, которые обязаны отслеживать систему, допустим, чистоты, систему безопасности, они уже проверили, они дали добро. МВД по своему направлению, Роспотребнадзор по своему направлению, тут другие, значит, органы тоже, тут никаких вопросов нет. Соответственно, дети там отдыхают. Что бы я хотел порекомендовать нашим родителям? В первую очередь, не давайте детям такие роскошные телефоны. Гаджеты там, в принципе, ни к чему. Там, значит, я бы хотел, чтобы вы ограничились, минимумом, что ли, чтобы, когда ваш ребенок, особенно девочка, идет в лагерь отдыхать, там не так много должно быть золотых вещей, серебряных вещей, таких украшений, понятное дело, так и да, это излишнее. Ребенок, он непосредственно там должен заниматься физической нагрузкой. Он должен играть в волейбол, другие игры, бегать друг за другом. Немножко даже, может быть, значит, это вот группа, а когда группа детей, это всегда, значит, некие условные конфликты. Конфликты в хорошем смысле, потому что вырабатывается иммунитет, значит, к разным проявлениям у ребенка, конфликтуя, соперничая. Человек начинает, значит, как бы вырабатывать у себя внутри какие-то определенные навыки противодействия, значит, какой-то агрессии. То есть это, в принципе, неплохо, когда в группе человек обучается. Я даже вот скажу так, может быть, немножко в сторону отойду. Если в школе большое количество детей обучается, это хорошо детям, потому что большое количество определяет конкуренцию. Конкуренция – это определяет лучшие качества. Человек должен выжить, он должен показать самые лучшие качества свои, и, соответственно, он становится лучше. Его качество становится лучше, он лучше будет мотивирован. А когда меньшее количество детей, допустим, в школе, в классе, там 10, 5 человек, там нет конкуренции, там какая-то вялость. Согласитесь, так и да? Поэтому в лагерях это нормально.
Поэтому я вот уверен, что все хорошо отдохнут, получат огромное удовольствие наши детишки и, соответственно, придут с новым зарядом домой и уже с решимостью хорошо учиться в следующем учебном году. Ну да, навыки социализации, они как раз-таки приобретаются в детском возрасте, это и в детском саду. Социум, и да. поэтому я всегда говорю, что по крайней мере, мне так кажется, что дети должны быть в детском саду, они с бабушками, с дедушками сидеть дома, в школе и, конечно же, в таких оздоровительных лагерях. А на что нужно обратить внимание родителю, когда он выбирает какое-то оздоровительное учреждение, оздоровительный лагерь у нас в республике, может быть, за пределами ее? Путевки уже определены, распределены они. Мы этим занимались в апреле месяце. Родители знают, мы распределяли путевки через школы, значит, в 4 этапа, поэтому тут никаких проблем не было. Они разные, эти путевки. Если, допустим, семья нуждается, они получают бесплатные путевки. Если в семье 5 и более детей, это они тоже бесплатные путевки получают, детишки. Там разные стоимости, 5%, значит, 20%, 30%, 50%. Поэтому тут они разные путевки. В то же время разные блага предоставляет государство разным семьям. Это нормально. И вот, в принципе, мы, конечно, тот негатив, который был в прошлом году, мы учли. Мы, значит, в системе безопасности, значит, обновили все те ресурсы, которые нам помогут отслеживать и обезопасить наших детишек. Значит, ну, там система быстрого оповещения, там это видеокамера, это, ну, все вот эти моменты есть. Поэтому, ну, я надеюсь, что у нас все будет хорошо. Ну, стоит отметить, что педагогический состав то есть отбирается ведь тоже серьезно, чтобы родители не беспокоились. Мы обучили более 500 наших вожатых. Они, конечно, являются тоже молодыми людьми, которые, значит, ну, которым по 20 лет. Это студенты Чувашского госпедуниверситета, Чувашского госуниверситета. Мы их отбирали, мы, значит, их проверяли по базе данных МВД. Были отсевы определенные, там кто-то, допустим, разные правонарушения совершал. Соответственно, они проходили курсы по разным направлениям, в том числе по, значит, ну вот, скажем, по противодействию разным экстремальным ситуациям, как обучать детей в разных, допустим, нестандартных ситуациях. Ну, вот такие моменты есть. Соответственно, они имеют документ о том, что они имеют право обучать, работать вожатыми, и я думаю, что они качественно будут выполнять свою работу. Юрий Николаевич, ну и в завершении нашего диалога, что бы вы хотели пожелать радиослушателям Таван Радио, телезрителям национального телевидения в начале лета? Вообще лето вообще прекрасное время. Вообще любое время это хорошее время, да? Полностью с вами согласен. Обожаю лето. Ну, лето мы больше всего ждем, потому что это вот в нашем подсознании в первую очередь это отдых. Это какие-то приятные воспоминания, это когда природа цветет. Так, да? Поэтому понятно, что мы всегда ожидаем от лета большего, чем, может быть, получим. Но, тем не менее, я всем пожелаю позитивного лета, хорошего настроения, чтобы мы с вами смогли реализовывать свои мечты вот именно в полном объеме. Вот такое замечательное пожелание у нас в прямом эфире национальной телерадиокомпании от министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Исаева Юрия Николаевича. Друзья, мы постепенно переходим в радиоформат, то есть на волну 100,3 FM Таван Радио. Ну а телезрителям мы говорим до новых встреч. Это «Будильники шоу», Анна Голицына и Максим Попов. Афиша напоследок. Друзья, всем отличного лета и хорошей погоды. Сегодня, 1 июня, сводите своих детей в Национальный музей на выставку «Музей территории детства» или в Национальную библиотеку на тематический праздник. День защиты детей откроет череду летних мероприятий, которые будут проходить регулярно во всех парках культуры и отдыха республики, на различных детских площадках. Ближайшие праздники – в субботу и воскресенье.